Если вы знаете лжецов, то направляйте к нам. Мы в 2 счета выведем их на чистую воду. Потому что в эфире Абхазского телевидения программа «Аман». Здравствуйте. Только смелые готовы пройти тест на детекторы лжи. Именно таких мы приглашаем в комнату для допроса. Сейчас нас ждет там известная абхазская артистка. Здравствуй, Хатуна. Здравствуйте. Не могу сказать добро пожаловать, потому что ты в комнате допроса. Здесь, возможно, тебе будет дискомфортно. Ты не боишься? Нет. Ты готова говорить правду? Да. Я тебе задам 10 вопросов, надо ответить коротко. Да или нет. Ты подключена к детектору лжи, он выдает правду. Не передумала? Нет. Начинаем. Ты искренний человек? Да. Приходилось сплетничать? Да. Приходилось плакать в подушку? Да. Есть левый аккаунт в соцсетях? Нет. Присваивала чужую песню? Нет. Отдала бы последние 1000 рублей на милостыню? Конечно. Ревнивая? Нет. Мстительная? Нет. Ругалась со свекровью? Нет. Ты счастлива? Да. Вопросы закончились. Детектор разрешает тебе дальше участвовать в нашей программе. Молодые люди тебя ждут в студии «Аман». Спасибо. Присаживайся, Хатуна. Здравствуйте, ребята. Сегодня тебе вопросы задают студенты исторического факультета Абхазского государственного университета. Теперь все в их руках. Насколько они добрые, злые ли, вопросы у них с перчинкой, мы узнаем через несколько минут. Ребята, я думаю, вы и так узнали нашу гостью, нашу героиню. Это Хатуна Тарба. Кстати, до начала интервью, ты веришь в суеверие по поводу фамилии? Нет. Отлично, тогда мы можем расслабиться, да, и начнем задавать вопросы. Не стесняйтесь, задавайте все, что вам интересно, пусть и будет некомфортно. Кто начнет, кто первый? Здравствуйте, меня зовут Сария, я магистрант исторического факультета. Ваши яркие воспоминания детства, либо события, которые вы никогда не забудете? Спасибо за вопрос. Ну, честно вам скажу, самое яркое событие в моей жизни. Я была совсем маленькой девчонкой, когда бегала на берегу. Мама у меня работала в столовой. И снимался фильм, может быть, вы слышали, но навряд ли, «Иду на грозу». И когда они увидели меня играющей в парке, режиссеры подошли, говорят: девочка, где твои мама, папа? Я их провела к маме, они попросили маму, чтобы я снялась в маленькой эпизодической роли этого фильма. Когда у нас старый наш Сухум, поднимаешься в ресторан «Амра», стоял такой фонтанчик. И моя задача была, то есть 5-летней, да, я еще не ходила в школу, главный герой этого фильма, это последняя была серия фильма, он выпил водичку, поднимался в этот ресторан, после него я подбегала и, соответственно, делала то же самое. Но было несколько дублей, забыть не могу эту ситуацию, и она осталась у меня в памяти, потому что, ну, естественно, в 5 лет я не понимала, что нужно просто, видимо, создавать то, что я пью там эту водичку, да, то есть я ее реально пила.
И после этого попала в больницу с бронхами. Поэтому это самый такой момент, и я тогда почувствовала мотор. Поехали 20-30 дублей. Приходилось делать. Значит, Хатуна, ты стала звездой в 5 лет, а не в 20, как Ну, нам если кажется. можно сказать это понятие, я опускаю. Здравствуйте. Меня зовут Инал Адлиба, учусь на историческом факультете 2-й курс. У меня созрел такой вопрос. А с кем из российских или мировых артистов вы хотели бы спеть дуэтом? Спасибо за вопрос. Ну, вы знаете, у меня нет такого определенного кумира, с кем бы я прям вот сижу, сплю и мечтаю спеть, да? С Кем? Филиппом Киркоровым. А вот как вы думаете, смогли бы вы составить ему конкуренцию? И ему конкуренцию? Думаю, нет, но тандем у нас бы вышел бы неплохой. То есть Спасибо. ты не боишься за свой голос и талант? Абсолютно нет. Хорошо, может, так и будет. Следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Миланда Поня, я учусь на историческом факультете, 2-й курс. Скажите, пожалуйста, сколько вы уже лет на сцене и почему у вас до сих пор нет сольного концерта? Спасибо за вопрос. На сцене лет, наверное, уже 6. И вот до сольного концерта я никак, можно сказать, не доросла. Ну, я думаю, все впереди. Будет и у меня и сольного диска пока нет, он тоже вот ожидается, он в работе. И сольный концерт. А что для этого нужно? Вот ты сказала, не доросла, творчески не доросла, либо для этого нужно Вы много знаете, песен, денег? Да, естественно, во-первых, нужен репертуар. Во-первых, в моем понимании сольный концерт – это не просто ты вышел и спел свои песни, которые у тебя там есть, да. Это определенная программа, это постановка. Артист выходит вам в течение часа или часа 20 рассказать какую-то историю. Должна быть связка, то есть от А до Я. Поэтому, если у меня когда-то, даст Бог, будет сольный концерт, он будет на такой основе, чтобы было зрителю интересно. Меня зовут Милена Думава, я студентка 2-го курса исторического факультета. У вас хороший музыкальный вкус. И как вы выбираете репертуар? Спасибо за мой музыкальный вкус. Репертуар, репертуар я выбираю как? Я работаю с композитором Анри Гумба. У меня почти все его песни. Мы с ним работаем, вот с моей первой песней работаем с ним. Но у меня направление – это абхазская современная музыка. А сколько легко. у тебя песен, Хатуна? Почему ты не можешь выпустить альбом? А вы знаете, вот это очень хороший вопрос. Получилось так, что вообще моя цифра 18. В смысле, любимая цифра? или знак? Я родилась 18 июня, и вот я так как бы в течение своей жизни уже я понимаю, что эта цифра мне приносит определенную удачу. И получилось так, что мы сейчас с Анриком Гумба начали работать над диском. И Анрик мне говорит, ну давай, Хатуна, уже посчитай свои песни. Вы не представляете, их 18. Вот у меня еще один такой вопрос. Какая из всех ваших песен самая любимая? У меня нет своей любимой песни, спасибо за вопрос. Она мне любима до того момента, когда мне присылает композитор, я ее разучиваю. Я прихожу в студию, ее записываю после того, как он мне уже присылает конечный, да, как бы результат. Я ее слушаю, и все. А потом она уже не любимая. Здравствуйте, меня зовут Харазия Камила, я студентка исторического факультета 2-го курса. Вот у меня такой вопрос. Как вы считаете, ваш вкус в одежде, он безупречен? Спасибо за вопрос. Да нет, конечно. Почему нет? Тогда объясни нам. Так я так все сама могу придумать. А на сцену, когда выходишь, вот этот гардероб, как я помню, как ты как-то однажды исполняла песню, выглядела как ворона. И как кто тебе подбирает гардероб, чтобы это соответствовало твоей песне, образу? Это же образ, это же диктуете вы нам, организаторы той или иной передачи, того или иного мероприятия. Мы задаемся темой, да, и мы должны выглядеть соответственно. Я бы еще по-другому задала вопрос. Сколько денег ты тратишь в месяц на одежду? И можно ли тебя назвать шопоголиком? Нет,
Нет, я не шопоголик. Я даже не могу сказать, сколько я трачу в месяц, потому что у нас не каждый месяц эти мероприятия. Да, я трачу на новогодние съемки, потому что они у нас как бы, я знаю, что они у нас есть и будут, и мы к этому готовимся. Каждый артист как бы всегда готовится к новогодней съемке, потому что это праздник, это какое-то волшебство, и хочется выглядеть тоже как-то интересно. Да, вот тогда я прикладываю такие усилия, чтобы выглядеть не похожей ни на кого. Я добиваю этот вопрос. На что тебе не жалко потратить деньги, все деньги, которые в кошельке? На Если это духи. Ага. Здравствуйте, я студент исторического факультета второго курса Арш Палан. Как вы думаете, вы станете народной артисткой Абхазии? Спасибо за вопрос, но я к этому не стремлюсь. И вы верите? Я не верю. А я вам говорю совершенную правду, потому что у меня так получилось, что у меня, ну если мы уже заговорили о народниках, у меня отец народный артист Республики Абхазия, брат заслуженный артист Республики Абхазия. Главное быть и оставаться человеком в любой ситуации. Имя не красит человека, а человек красит имя. Ясно. Следующий вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Джанава Нестор, студент исторического факультета, второй курс. У меня такой вопрос. Хотите ли вы иметь свой лимузин? Лимузин? Да. Ой, нет, он очень неудобный. И еще один вопрос. Насколько ваша жизнь, звезды эстрады Абхазии, отличается от жизни мировых звезд? Спасибо за вопрос. Вот это понятие звезд абхазской эстрады, я его не люблю. Для меня звезды это знаменитые люди, можно как бы говорить так, да, люди знаменитые, которых узнают, может быть, да. Мы не живем и не работаем так, как живут и работают звезды, да. Даже вот соседского нашего государства Российской Федерации мы далеки от этого всего. И если я так одену себе корону и буду ходить и говорить, вот я звезда, ну и что? Мы не живем, не работаем как звезды. Да, приятно, когда тебя узнают. Но также каждый из вас может быть знаменит в вашей профессии. А почему не получается жить как звезды? Либо это наша ментальность, национальная черта, как скромность уважается, да, вот уважаем абхазы, либо потому что все-таки звезды мировой эстрады, они зарабатывают много денег, а в Абхазии может артист заработать так, чтобы содержать тот же лимузин? Но дело тут не в этом. Во-первых, создается проект того или иного исполнителя. Ему там вообще предоставляется этот лимузин, чтобы он там на часок проехал, там пофоткал, пофотографировался, и вот он уже там, да, звезда такая с лимузином. Но у нас нет такой работы. Вы посмотрите на графики этих артистов, вы посмотрите на режим, вы посмотрите на уровень их жизни. Мы совершенно далеки от этого. Но, тем не менее, сейчас с появлением интернета могут ли себе известные люди в Абхазии тот же танец на свадьбе или в ресторане там как-то себя повести и сразу могут зафиксировать и это выложить в сеть? В этом смысле как-то ты себя ограничиваешь в обществе, ограничиваешь себя, как себя вести, чтобы не попасть в эти сети и чтобы тебя потом там не обсуждали? Естественно, это не зависит от моей профессии, не зависит от того, что я там пою Хатуна Тарба. Это нормальный, уважающий себя человек. Он должен вести себя просто прилично. Если это девушка, то, естественно, просто это воспитание уже. Если ты независимо от профессии, можно себя вести взбалмошно и можно себя вести скромно. Знаменитости Абхазии находятся под прицелом, ты это чувствуешь? Абсолютно нет. Ребят, мы все друг друга знаем, мы все тут общаемся. Под каким прицелом? Тем более наш мир интернета, где каждый может сегодня открыть страницу интернета и увидеть, где я сегодня была и с кем я была, и вообще ни о каких прицелах вообще речи нет. Просто бывает, когда сам артист настолько уже влюблен и верит в себя, что ему все кажется. Ну, может быть, есть такое. Здравствуйте, меня зовут Кама, исторический факультет, второй курс. Вопрос у меня следующий. Трудно ли быть абхазской артисткой? Спасибо за вопрос. Я бы
не пошла бы на те или иные, допустим, проекты, в которых я чувствовала бы себя нехорошо. Спасибо. Ну, я, например, бы продолжила. Вот может ли абхазская артистка себе позволить очень короткую юбку? Если этого требует сцена, продюсер и так далее. Да, если она 1,80 м, и у нее стройные красивые ноги, и при этом продюсер этого требует. Например, я себе не представляю, что абхазская артистка может себе позволить в кадре курить, пить или делать наркотики. Я бы сказала, что иногда даже вульгарные российские шоу-звезды. Может быть, молодежь со мной не согласится, может, я принадлежу другому поколению, я не знаю. Но абхазские артисты себя в этом смысле ограничивают. Я могу тоже поспорить, в каком плане. Я сейчас была вот на «Новой волне» в Сочи, и была приглашена, у меня предоставилась такая возможность, я была в закулисье. И я наблюдала за всеми артистами. Вы знаете, там нет того, что вы сейчас озвучили, да, вот этой вот свободы какой-то. Эти люди на сцене играют, да, но в жизни они очень скромные, очень стеснительные люди. Поэтому вот это вот понятие, что они прям такие все развратные. Я находилась там 2 дня, я лично не увидела, хотя видела всех артистов. Следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Харази Ревека, я студентка исторического факультета 2-го курса. Я бы хотела вас спросить, сколько лет вы хотели бы прожить? Спасибо за такой вопрос. Вы знаете, хотелось бы, конечно, стать мамой для начала, а даст Бог и бабушкой. Ну, примерно возраст. Стать мамой можешь и бабушкой можешь в 60 лет, но я не думаю, что ты себя ограничиваешь до 60. Так как у меня вот цифра 8 присутствует, давайте пусть будет до 88. Ничего себе, потом И еще как добавишь. вы себя будете представлять в этом возрасте? Петь я точно не буду. 88 лет. Ну, а чем будешь заниматься? Я буду хорошей, доброй бабушкой. Ну, раз уж пошла такая басня, а вот по-хозяйски что ты можешь делать дома? Вот ты говоришь, что ты не чувствуешь себя звездой, а вот дома по-хозяйски дела, печь. Смогла бы спечь, например, торт, готовить мамалыгу? Вот что я же все это делаю. Делаешь? А мы же не знаем, расскажи нам. Конечно же, все это делаю. Пеку я не так часто. Чхедяны, у меня к вам такой вопрос. Какие пределы творческого роста Абхазии? Я честно вам скажу, хотела бы сняться в фильме. Ой, отлично. Здесь поле деятельности Вообще, большое. если Какую режиссеры роль меня в можем Абхазии узнать? слышат, пусть они это примут. У нас нет кинематографа. У нас есть проблемы. Мы сейчас озвучиваем все проблемы. Интересно, какой жанр? Мелодрама, драма, Драма, триллер? драма, и только драма. И так мне хочется этого, и я думаю, все-таки я подойду к этому моменту, когда я смогу сняться в кино, и это обязательно будет драма. И я обязательно уйду от себя, и я очень люблю этот процесс, мне так хочется уйти от себя, я так хочу войти в эту роль и играть жизнь другого человека. Конечно. Каким концом должен быть фильм? Главная героиня умирает, не умирает, становится счастливой, миллионером. Вот примерно как ты себе это представляешь. Зачем умирать в кино? Все-таки драма, но с хорошим концом. Не надо умирать. Следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Алиса Чинцоля, я студентка исторического факультета 2-го курса. У меня такой вопрос. Есть человек, которого вы не в силах простить? Вы знаете, нет такого человека, которого я бы не простила бы. Но у меня есть в жизни такое понятие: простила, но не забыла. В конце концов, я вообще считаю, что она все-таки не прощает, потому что человек, который прощает, он забывает. Обида, значит, в тебе будет сидеть. То есть ты с этим человеком можешь общаться, но ты никогда не забываешь, что он тебя обидел. Я делаю для себя выводы, я делаю для себя определенные, уже заметки на определенного человека. Я, естественно, его прощаю, потому что не в моей природе не прощать. Все свыше. Не мы судим в этой жизни, поэтому, чтобы я кого-то не простила и на кого-то злилась, такого нет.
Но есть моменты, которых я не забываю. Вот просто не забываю. Но желаю этому человеку здоровья и всего самого прекрасного. Во, как она заговорила. Она говорит, мы не судьи, судья все-таки Всевышняя. А живет ли Хатуна Тарба по заповедям Господа, чтобы потом не попасть в ад? Я стараюсь, и с каждым разом я все ближе и ближе к духовности, потому что я даже сейчас перечитываю закон Божий, потому что то, что мы читали в детстве, да, мы, может быть, где-то и подзабыли, где-то и мы воспринимали это по-другому. Сейчас я перечитывая это все, я понимаю, насколько мне это все вот... Я могу вот вообще, я вообще не слежу даже за временем, понимаю, прям поглощаю эту книгу. Очень часто я езжу в храм в Дранду, и вот батюшка Андрей мне рекомендует ту или иную литературу, которую я перечитываю. Следующий вопрос. Здравствуйте, меня зовут Бжаня Ханифа, я студентка исторического факультета 3-го курса. У меня следующий вопрос. Когда последний раз вам было стыдно? Не столько стыдно, сколько бывает, вот иной раз бывает нагрубишь, да, вот грубо обращаешься там с мамой, там, с близкими, да, и прям себя внутри там просишь прощения, Боже, как я... Вот, ну, бывает в порыве, да, какая-то ситуация, ты так грубо ответила, а мама у меня вообще такая женщина, что она мне не ответит. Так в себе я все понимаю, что она вот сейчас где-то стерпела это. Ну, вот бывает стыдно за это и очень неприятно. У меня появился такой вопрос. Если бы у вас в жизни стоял бы выбор быть слепой или глухой, что бы вы выбрали? Боже мой. Мне нравится вопрос. Слепой или глухой? Я даже не знаю. Нет, мы требуем, одно выбираешь. Вы знаете, у меня очень красивые глаза. Пусть они будут, пусть я глохну. Следующий вопрос. Есть у вас еще вопросы, ребят? Здравствуйте, меня зовут Атулян Олег, я студент исторического факультета, 3-й курс. У меня вот такой вопрос. А вот под какую музыку вас переполняют чувства? Вот под какую музыку вам хочется плакать? Спасибо за вопрос, но я, честно вам скажу, давно не плакала под музыку. Под фильмы – да, а вот под музыку – нет. А так и без музыки, без фильма плачешь в подушку? Конечно. А чего не скажешь? Нет. Ну вот видите. Нет, ну это было раньше. Сейчас я не могу сказать, что я прям каждую ночь плачу в подушку. Нет, я вас обману. Но, естественно, было так же, как и у нас у всех. Бывает и такое. Бывает даже тогда, это вообще необходимо даже, мне кажется, что когда ты поплачешь, все потом как-то проясняется, становится легче. Скажите, пожалуйста, на кого вы учились, и вы всегда хотели стать певицей? Спасибо большое за вопрос. У меня первое образование – биолого-географический факультет, специальность география. То есть я географ. А певицей стать нет. Я вообще так, знаете, как-то неожиданно все это у меня сложилось в жизни. Всегда любила, конечно, петь. Всегда я следила, я смотрела за певцами. И всегда у меня было, знаете, такое чувство, как будто бы я даже озвучивала это своим близким. Я всегда говорила, наверное, в прошлой жизни я была певицей. Вот у меня вот внутри я это ощущала. Я вот всегда, я любила перед зеркалом петь. Я всегда представляла себе, вот когда я одна, что я пою, и вот так меня слушают люди. И я вот им пою, и я получала такое удовольствие. Это просто было что-то. Потом появились караоке. Я даже не ходила на музыку никогда. У меня даже, открою вам такую правду, вы не задаете мне этого вопроса, у меня нет музыкального высшего образования. Сейчас я учусь, да, на 5-м курсе, но у меня специальность режиссер массовых представлений и праздников. И часто бывает, что можно мимо нот там попеть, и ты не уверен в себе, когда ты не делаешь это грамотно. Все на слух. Но я советую и считаю правильным, чтобы человек имел обязательно музыкальное образование. Скажите, пожалуйста, какой ваш любимый фильм?
Спасибо за вопрос. Я люблю очень смотреть фильмы. Старые фильмы, конечно Какие же. старые фильмы? Вот ты говоришь, что ты можешь заплакать перед фильмом. Вот Ну вот скажи. люблю пересматривать вот ту же «Красотку». Ну люблю я И это. ты себя видишь там в главной роли. Да нет, вы что? А искала принца, как Ричарда Гира? Нет. А как к тебе принц пришел? А вот он сам так и пришел. Вот как я не мечтала быть певицей, вот так и произошло, так и с принцем произошло. То есть ты веришь в судьбу, что можно запланировать, но судьба распорядится по-своему? Конечно же, все предначертано. Если есть вопросы, задаем и завершаем потом беседу. Все, что ли? Ну, давайте, Всё? нет, давайте Давай. еще. Ну, уже время. Режиссер А подсказывает. главная ценность в вашей жизни? Главная ценность в моей жизни – быть человеком. Вот просто быть человеком. Потому что мы сталкиваемся вот в нашем мире с лицемерием. А вот видимость создают, вы понимаете, видимость создают вот такого всего правильного. Еще хочу отметить такой вот момент. У нас очень много людей начало ходить в церковь. Да, мы все это замечаем, мы это видим на каждом празднике. Но ситуация и духовность не меняется. Мы не меняемся. И я хочу, чтобы в каждом из нас жила эта духовность, и чтобы мы не обманывали самих себя. Я бы завершила так немножко романтично, мелодично нашу сегодняшнюю встречу. Я попросила бы Хатуну спеть нам именно куплетик песни, которую ты вот записывала недавно. Недавно я записала песню Аллы Пугачевой «Старинные часы». Вы, наверное, все ее знаете, но, может быть, по возрасту и не знаете. И, кстати, благодаря вам мы ее сделали. Не благодаря мне, немножко объясню ребятам, благодаря, то есть у нас был проект на телевидении, мы приглашали артистов, и они пели переведенные песни. Это было давно. Это было давно, и Алина Жиба, очень талантливый переводчик, она сейчас, если кто не слышал эту песню, то обязательно прослушайте, и сейчас Хатуна немножко нам пропоет. Она очень хорошо подбирает слова к музыке. И в этом смысле музыка ничего не теряет. И вот она перевела эти старинные часы, и эта песня уже лет 5-7, наверное, назад была переведена, а сегодня она получила новую жизнь. Вот так бывает, залежит песня, а потом становится хитом. Все, я больше не говорю, поем. Сынытачы зуаха, саргизачы заха, макяна и хопаны кетияса. И табу. Спасибо вам, спасибо. Хатуна, мы больше тебя не будем тревожить. Ты можешь подождать нас в другой комнате. Я хочу пообщаться с ребятами и узнать, поверили ли они твоим ответам. Спасибо, удачи. Спасибо. Похлопаем Хатуну. Это все-таки нелегко приходить в аудиторию, и когда тебя ждут молодые люди, и ты не знаешь, какой вопрос они тебе зададут, тем более, когда ведущая говорит, не ограничивайте себя. Конечно, артист растеряется, мало ли, что они там нашли, и какой вопрос они хотят задать. Но я не знаю, была ли Хатуна искренней. Я не знаю, поверили вы ей, но есть такая возможность, вы сейчас можете проголосовать абсолютно честно. Лукавила она, играла она, или все-таки на ваши вопросы пыталась ответить искренне. Кто поверил Хатуне, можете поднять руки. Ну, примерно я посчитала, да, спасибо большое, ребят. Аудитория поверила на 80%, ну, 20% все-таки как Фома неверующие. Что-то она все-таки не досказала. Спасибо большое, с вами было очень интересно, у вас были очень интересные вопросы. Я надеюсь, мы еще увидимся. Спасибо. Хатуна, после того, как ты ушла со студии, ребята проголосовали. А какой результат увидишь, когда будешь смотреть нашу программу в эфире? Был ли вопрос, который ты ждала, но ребята не задали? Кстати, да, не прозвучал вопрос. Я почему-то думала, что они мне его зададут. Как мой супруг относится к моей творческой деятельности, да? Этого вопроса не было. Был готов, да? Ну, я как бы знаю, да, все нормально. Но ждала этого вопроса, как бы думала, что он будет, он
но не прозвучало. Но были вопросы все достойные. А у нас традиция, каждый герой нашей программы в конце расписывается вот на этой стене. Пожалуйста. Спасибо. Успехов, Хатуна. Спасибо, большое. что согласилась принять участие в нашей программе. Это было, уверена, нелегко. Вы смотрели программу «Оман» на абхазском телевидении, а я ее ведущая Анна Гуня. До свидания.